Царь Давид в Псалме 70, в стихе 4 обратился к Богу с молитвой, говоря: «Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя». Он представлял человечество, которое находилось в руках нечестивого, то есть сатаны, беззаконника и притеснителя, того человека, которого использовал дьявол. Сегодня нам не нужно так молиться, нам нужно молиться иначе. Бог, благодарю Тебя, поскольку Ты избавил меня из рук нечестивого и из рук человека, допустившего, чтобы его использовали как беззаконника и притеснителя. Сегодня у вас есть благодать Бога. Дышите глубже, ступайте твердо и никогда не опускайте голову перед лукавым. Благослови вас Бог. Посмотрите на этого благословленного человека. Вчера я провела целый день в онкологической клинике. Я проходила химиотерапию. Когда я пришла домой, я сказала: «Мой Бог, мне кажется, что я умру». У меня так болел позвоночник из-за злокачественного новообразования, что мне казалось, что он горит. Но я сказала моему Богу: «Завтра я пойду в церковь, чтобы услышать послание доктора Суареса. Моя вера непоколебима». Теперь боль прошла? Прошла, я больше не чувствую боли в спине. Если она вернется, скажите: «Кончено, тебе здесь больше нет места. Идите, да пребудет с вами Бог. Идите, идите, Бог теперь с вами». Она хочет наклониться. Она хочет сделать зарядку. Вы этого не делали? Вы не делали этого? Нет, мне было очень больно, доктор Суарес, очень больно. Поднимите колено. Другое. А теперь больно? Нет. Готово, Бог посетил вас. Он – стена из огня. Теперь я хочу помолиться с вами. Поговорим с Богом. Отец, мы нуждаемся в Твоей помощи, нуждаемся в Твоем спасении, нуждаемся в Твоей благодати, нуждаемся, Бог, чтобы Господь простер свою руку, чтобы благословить свой народ. Во имя Иисуса я не допускаю, чтобы этот человек продолжал страдать. Все зло уйди из его жизни во имя Иисуса Христа. А вы скажите: «Благодарю, Господь».